торжественного собрания общественности, посвященного Дню Республики Саха-Якутия. Сердечно поздравляем вас с теплым и светлым праздником – Днем Республики. Солист, отличник культуры Республики Саха-Якутия Андрей Замякин. Максим, гражданская сәрі болтырынан бұлағы тұрсатшылары бандит күрді көрбекке кен қабағына амнистия білдірілікті. Автономия олынағына көңіл күйе бұрғыдың түме сана қайдығы тағайы. Өріқті әқтірбідің сәбейскі өліғатарды әқпіт, үрілмідің ұғыбыдың ұңдан тұран. Автономия болып бұд, республика болып бұд. Бұлатын, біле ұңағыланырар олымқа құддық, сүйіз сыллақ ұлу бұлан қайдағадай. Сиде, сотары кәмінен Жокускай корат кәбәкелті тұпсуға, бұхыта тахат олады еға. Бұл табаға қаятыттан ол қаңалас қаятыға тие, темір бетон жерлер жерге хияқтары, құрыстал тазды бары әқтар күлімірді хияқтары. Арас дойду отамаға сириләкчі үйінен тақсыға. Отчыты оғылық, олың қота қоғана ұры ата тойуға, олық атын бұл. Бұл саңа атағар тұрын әрәр әдәрі республика бұд, балысқанлық сайтыдығар, айылғалық байын туғаға тағары, онына тұқ ғайысты батығар, саңа жағалылары олыққа келдері үтөті мүктәқ боларығар, мен біге әрәлләқ біл. Россия үләхет народу. Онна коммунистическая партияның
Bütün ülhet narod bırahınigin bıhıtnan ağırtalıyım. Hürü küppüt avtonomiyahut oluqtanna. Kendi bitiger battabıl ırsıllara kaldılar. İnni bitiger ekonomической, онна политической сайды güdü. Bırahınigdan tabarsa. Посвященного Дню Республики Саха-Якутия приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, Первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, первый заместитель председателя Государственного собрания Ефимен Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов, глава муниципального образования Нанский УЗ Юрий Иннокентьевич Слепцов, Добрый день, уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемый Александр Николаевич, уважаемый Юрий Никитич, уважаемые участники сегодняшнего нашего торжественного собрания. Сегодня у нас в республике особенный день. Во всех музеях государственности республики Чуркёве, Татинского, Арбалахи, Архивилюйского, Атрик, Намского УСа мы проводим цикл мероприятий, который посвящен основателям государственности нашей республики. И сегодня основной доклад будет посвящен этой теме. Мы сделали здесь экспозиции, которые приехали из музея Чуркёка, приехали из Архивилюйского Арбалаха. Вы все видели, и сегодня можете дальше ознакомиться уникальными экспонатами наших музеев, до которых дотрагивались Платон Алексеевич Аюрский, лично подписывал Исидор Барахов. И сегодня здесь силами нашего Сахатеатра вы посмотрели главных героев нашего документального фильма, который после торжественной части собрания здесь организуем премьерный закрытый показ. Он так и называется «За нами будущее». День сегодня особенный, исторический, один раз в 100 лет. И он особенно хорош для нашей республики, потому что мы сегодня не встречаем и провожаем этот прекрасный солнечный день. Мы открываем большие праздничные мероприятия, торжественные мероприятия, столетия нашей республики. И будем праздновать весь год. И в этом есть его заслуга, его торжественность. Завтра пройдут во всех муниципальных образованиях нашей республики торжественные собрания. Пройдет Осоха исторический, который будет петь наши самые известные запевала Осохая год и столетие. И все события этих дней – это наша история. История будущего столетия нашей республики. Мы, которые здесь собрались, смотрю, у нас не так много, даже если так запечатлеть, это будет великая история. И главное событие сегодняшнего дня, потому что здесь собрались мы все. Самое главное, самое интересное. Я уверен, наш разговор будет очень интересным и очень торжественным. Разрешите наше торжественное собрание, посвященное столетию нашей республики, 120-летию со дня рождения Максима Кировича Мосова, считать открытым.
вместе, духом и силами. Сегодня все... Сахар Республиканың бастығы президенті Михаил Ефимович, Таулах Александр Николаевич, Юрий Никитич, Гүлдүр Ұлықтар, Наулы Ұлықтары, Мұнияқты Филаттары, Бұқаварығының Сахар Республикамет 100 жылға Өргөйді юбилейінен 2-ісінің әрділігінде. Biz süreklilikten Бұқаварығының çeken yollarına жолы оргunu онда хемейді. Bugün bilgi üges bölümünden Katarak Dihliğe Kustan Respublika'nın oğulduğumuz Nuroklu Deneki Keskinlerimin Ulu Comutugar Tübeyeli. Keyler Çavuk'a oğulduğu Ürdük Tahına Hanalar onu hediyeleri bilgi Mumuk'a bilgi Nuroklu'nlar üyelerine kolu buldu. Уважаемые жители Намского вуза, уважаемые народные депутаты, члены правительства, уважаемые участники торжественного собрания, от себя лично, от имени руководства республики, поздравляю вас всех с наступающим днем, юбилейным днем нашей республики. Мы отмечаем столетний юбилей нашей любимой республики. 27 апреля 2022 года декрет ЦИК об образовании Якутской ССР утвердил статус, установил основные государственные атрибуты, закрепил границы автономии. Избранники народа в декабре 22 года на Первом Всеякутском учредительном съезде законодательно закрепили образование Якутской ССР. Устремления народов Якутии к участию в государственном управлении воплотились в обретенной автономии, у истоков которых стояли Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов и их сподвижники. 70 лет спустя, именно в этот день, 27 апреля, вступила в силу Конституция Республики Саха-Якутия. Мы благодарны руководству Республики тех лет, нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, председателю Верховного Совета Якутской ССР Клименту Егоровичу Иванову, депутатам 12-го созыва за их политическую волю в выборе пути республики как неотъемлемой части Великой России. В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти и уважения всем великим сынам Якутии. По сложившейся традиции мы собрались здесь сегодня в Музее государственности на родине Максима Кировича Амуса. Сегодня также проходят собрания общественности в Черпёке, Музее государственности имени Платона Алексеевича Аюнского, а также в Музее имени Исидора Николаевича Барахова в Харбалахе и Якутском области. Тем самым мы еще раз подтверждаем глубокую преемственность и значимость исторического выбора. Уважаемые друзья, за 100 лет республикой пройден, безусловно, огромный. Обретение государственности стало основой кардинальных перемен в экономике и социальной жизни Якутии, дало мощный толчок к росту самосознания многонационального народа при умножении его человеческого капитала. Сегодня мы с гордостью говорим, что Республика Саха-Якутия является одним из регионов, двигателей вперед экономического развития не только Дальнего Востока, но и всей России. Мы являемся регионом, откуда уезжает все меньше людей. Все больше людей приезжает к нам, обретая здесь вторую родину. Якутия сохраняет лидерские позиции по рождаемости в стране. Первое место на Дальнем Востоке и 7-е место по всей России. Если в первые годы автономии во всех учебных заведениях по всей бескрайней Якутии учились немногим более 3000 человек, то сейчас каждый день школьные классы и студенческие аудитории входят уже свыше 150 тысяч молодых ребят. 99% жителей Якутии сегодня имеют доступ к сети интернет, а значит имеют возможность получать необходимые услуги или расширять свое видеообразование. Это говорит о том, что мы, как и поколение наших предков, стремимся к новому и умеем адаптироваться к изменениям, умеем находить ответы на любые вызовы. И эта способность, это умение якутян во все времена нашей вековой истории было и остается главной движущей силой. Во все времена советского и современного периода наша республика динамично развивалась. Никогда не стояла на месте, не допускала стагнации даже в самые тяжелые военные годы. Даже во время сильнейших экономических, социальных и политических потрясений 90-х годов. Сейчас нам очень важно помнить об этом, какое мужество и стойкость проявили старшие поколения якутян в самые сложные периоды истории. Помнить, какие невзгоды преодолевали они героически, защищая Родину на полях сражений и создавая своим трудом фундамент современной Якутии. Сейчас, безусловно, и мы, и вся наша страна, вся Россия переживает переломный момент истории. За последние 2 месяца изменился мир,
изменилась наша страна и наша республика. Идет специальная военная операция за свободу Донбасса, за прекращение геноцида мирных граждан, а по самому большому счету за будущее нашего Отечества. И в это трудное для страны время наш долг всеми силами поддержать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Наш долг отразить атаку недружественных государств, противостоять стремлению расколоть наше общество и навязать нам чуждые взгляды и идеологии. Наступило время испытания на прочность не только нашей экономики, но в первую очередь наших ценностей, нашей нацеленности на развитие без оглядки на Кавказский Запад. И сегодня совершенно новую актуальность и смысл обретает слова Максима Кировича Амосова, что Якутия стоит накануне громадного экономического, политического и культурного возрождения. Возможно, кто-то не согласится с этим, кто-то скажет, что мысли о новых горизонтах не соотносятся с сегодняшней реальностью, что в условиях жесточайших западных санкций надо ставить только самые насущные задачи. Мы, конечно же, безусловно, далеки от шапкозакидательства, далеки от популизма и пустых реляций. Как мы все знаем, руководством страны принимаются меры, направленные на сохранение занятости и доходов граждан, на бесперебойную работу предприятий, обеспечение финансовой стабильности, продовольственной безопасности. Правительством Якутии оперативно принят план действий в условиях санкционного давления, который включает меры поддержки граждан, предпринимателей сельского хозяйства и жизнеобеспечивающих предприятий. Более 15 миллиардов рублей дополнительно направляется на поддержку экономики и доходов жителей. Соответствующие корректировки госбюджета и других законов внесены в Государственное собрание УТУМа. Я уверен, что послезавтра они будут поддержаны. А правительство республики и органы местного самоуправления будут и дальше работать, чтобы не допустить снижения темпа строительства дорог, аэропортов, жилья, детских садов, школ, объектов культуры, спорта, благоустройства, в общем, всех запланированных проектов. И, конечно же, вместе с тем я подчеркиваю, что перед нами стоит сейчас задача выстраивать новую долгосрочную стратегию сообразно новой экономической реальности и сообразно новому миропорядку, который сейчас создает наша страна. Нет сомнений, что в этих новых реалиях, в условиях усиления восточного вектора государства, роль Якутии будет только возрастать. Еще одно подтверждение этого получили недавно от нашего президента. Владимир Владимирович поставил новые задачи по развитию Арктики как стратегической территории нашего государства. Эти глобальные планы определят развитие нашей республики на предстоящие годы и столетия. И это самый серьезный вызов для нас. Мы можем и должны смело двигаться вперед, реализуя уникальный потенциал республики. Мы не должны успокаиваться на достигнутом, тормозить и ставить перед собой масштабные цели. Мы, к сожалению, часто сталкиваемся с откровенным пессимизмом, с огульной критикой реальных действий, реальных достижений, но такие настроения не должны и никогда не возобладают в нашем обществе. Нам стоит всегда помнить, чего удалось достичь Якутии за последние столетия. Помнить, что могут достичь люди, которых объединяет единственная цель сделать свою родину процветающей, а своих земляков счастливыми. Уверен, что наследие наших старших поколений, оставивших нам подлинные ценности, трудолюбие и честность, преданность Отечеству и патриотизм послужит нам крепкой опорой. Я всегда повторяю, что носителем этих ценностей является наше общество, является все якутяне. И сегодня мы, безусловно, видим сплочение нашего общества перед лицом угроз. Считаю это ключевым условием нашего движения вперед, чтобы родная Якутия вместе со всей страной преодолела все испытания и стала еще более сильной. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, много сделано знаменательных событий. Во всех городах и улицах появились новые замечательные социальные объекты, преобразились общественные пространства. Эти праздничные дни также отмечены большими историческими событиями. 20 апреля у нас состоялась сварка первого стыка магистрального газопровода Кызыл-Сыр моста 84 километров. Мы этот вопрос ставили десятилетиями. И, безусловно, его строительство и включение в единую газотранспортную систему обеспечит надежное газоснабжение и центральных районов, и заречных районов Якутии, включая, конечно же, и газификацию дальнейшую Намского УСа. Это огромная часть республики, где живет более половины всех якутов. 30 апреля в столице республики мы откроем республиканский кардиологический диспансер. На мой взгляд, это уже один из лучших в России по оснащенности, по возможностям высокотехнологичной медицины мирового уровня центров. И новый кардиоцентр, открытый в дни столетия республики,
станет символом сбережения народа, заботы о его будущем. Конечно же, завершением праздничных мероприятий не остановится инфраструктурное развитие. Даже вот если возьмем Хатырык, то мы сегодня вместе забили первую сваю многофункционального культурного центра здесь. И уверен, что уже в декабре следующего года будем делать красную ленту на его открытии. К юбилею 125-летию Максима Кировича Амосова в декабре этого года мы обязательно должны открыть новый дворец культуры и духовного развития в Намцах. И уверен, что завершающее мероприятие столетия республики пройдет именно там. Уверен, что ничего не остановит нашего движения вперед в новом столетии своей истории, и Якутия добьется еще больше. Для этого у нас есть крепкая опора. В душе у нас, каждого из нас, живет наследие тех, кто всегда был готов действовать, никогда не искал легких путей. Живет память о тех, кто сражался за нашу Родину, кто упорно трудился, осваивая просторы на земле. И с уважением к этому великому наследию мы продолжаем развивать свою Якутию во благо людей, во благо будущих поколений. Bu kündü bir duygulandı. Bu belirgin kanalının büyüdü. Bargadigar bir turgu kündü fiilleri var. Buraya kal, Sakarya Respublika'ya buraya kal. Начинаем торжественную церемонию Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия. За заслуги в области здравоохранения, культуры и искусства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Саха-Якутия» Москвитиной Евдокии Николаевны, врачу Намской центральной районной больницы. Знаком отличия «Гражданская доблесть» Кутукову Елену Александровну, хормейстера народного танцевального народного коллектива «Жгут», Дома народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова, муниципального образования Ленский Наскеп. Во знаменование столетия Сахи образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики указом главы Республики Саха-Якутия учрежден юбилейный знак, символизирующий неразрывную связь нашего народа с судьбой республики. В этот день, в знак уважения и глубокой признательности государства и общества, юбилейные знаки вручаются гражданам, чья деятельность направлена на процветание нашей республики, упрочение духовной общности многонационального народа России и служит высоким примером преданности делу, долгу и верности отчизне. Вручить юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской АССР Бубякину Ивану Афанасьевичу, отличнику культуры СССР, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Намского УНИСа. Винокуровой Варваре Ивановне, матери героини, почетному гражданину Хатырыкского наслега. Александру Васильевичу, заведующему Республиканским музеем истории государственности Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова. Прокуренко Светлане Давидовне, заведующей Республиканским музеем государственности Республики
Республики Саха-Якутия имени Изидора Никифоровича Барахова. Попульку Валерию Николаевичу, заслуженному работнику образования Российской Федерации, отличнику народного просвещения Российской Федерации, почетному гражданину Намского УНУСа. Сивцевой Ульяне Дмитриевне Лукта, краеведу, отличнику культуры Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Намского УНУСа. Шишигину Егору Спиридоновичу, ведущему научному сотруднику Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Глава Республики Саха-Якутия Айзек Николаев. Многие традиции сегодняшнего дня, празднования Дня Республики, торжественные мероприятия, которые заложены в нашем народе, заложены нашим первым президентом Республики Саха-Якутия, сегодня государственным советником Республики Саха-Якутия Николаевым Михаилом Ефимовичем. Разрешите предоставить слово Михаилу Ефимовичу Николаеву. Уважаемые участники торжественного заседания, я считаю себя счастливым человеком, дожил до празднования столетия нашей любимой республики. Мы сегодня без ложной скромности должны сказать, что в республике столетия республика празднуется широко, масштабно и, надо сказать, огромными достижениями. Посудите сами, экономический потенциал нашей республики, накопленные основные фонды, достигли 3 триллионов рублей. Республика сегодня производит 1 300 миллиардов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы от среднероссийских занимаем в 2 раза больше, чем в целом в России. Это небывалое. Основатели нашей республики даже во сне не видели. Даже когда писали столетний план, конечно, это художественное произведение было, и то не видели, не сказали, что экономика республики будет таким, каким сегодня есть. И великая честь встретить столетний юбилей судьбой подсказано Алексею Сергеевичу Николаеву, главой нашей республики. Я искренне поздравляю. Столетний путь нашей республики не во всем был гладкий. Конечно, получение права автономии, даже это главное событие для народа Саха в 20 веке, не остановило гражданскую войну. Шла гражданская война. И вот нашим основателям, конечно, пришлось очень тяжелую ношу не только нести, но решать. Тогда были
московских вузов, они видели, что все же страна положение меняет, и появляется диктатура пролетариата. Этим эти люди не были согласны. И в 25-26 годах я со слов Анатолия Лукьянова, председателя Верховного Совета нашей страны тогда, он мне рассказывал, и куда дважды обращались повысить статус автономной республики до союзного. Но когда это не получилось, конечно, военное столкновение, в результате которого была Центральный комитет направлена большая комиссия вот, в Якутии в 27 году по главе Яна Польяна. И они работали, почему так случилось. И в 28 году, 8 августа, за подписью Александра Михайловича Молотова вышло постановление ЦК ВКПБ о положении якутской организации. Это зловещее постановление, направлено против якутской автономной интеллигенции. Вот. Я почему на этот документ останавливаюсь? Потому что трагедия наших основателей республикой началась с этого постановления. Их всех вызвали в Москву, там только устроили Максим Кировичу, по-моему, на 10 лет без права приезда в Якутию. Почему я говорю? Потому что мне об этом документе Михаил Михайлович Федоров, наш выдающийся юрист, доктор юридических наук, открыватель этого юридического факультета, практически на полном месте, воспитал много кандидатов наук и открыл этот факультет. И он мне, когда я был избран президентом, пришел ко мне и говорит: первый мой наказ вам, как президент республики, добиться отмены этого постановления. Это постановление было включено в сборник ЦК ВКПБ по национальным вопросам. И она существовала практически где-то более 50 лет. И как дубинка время от времени бил и нас, и других представителей республики страны. Получив это, я изучал доступный материал этого постановления. Потом, когда первая встреча у меня состоялась с Сергеевичем Горбачевым, президентом, тогда генеральным секретарем, я попросил, что создана комиссия по реабилитации рассмотреть наши предложения по реабилитации и отмене этого постановления. После этого я в 28-м съезде коммунистической партии выступал с трибуны съезда по отмене этого постановления, выступал в первом съезде народных депутатов вот, в 91 году. Потому что это постановление время от времени и сегодня дает, хотя, когда была создана реабилитационная комиссия во главе Александра Николаевича Яковлева, секретаря ЦК, так, союз распался, но я продолжал ставить этот вопрос перед президентом России. И президент России все же принял предложение, досконально изучив этот материал, и в 1995 году, 27 апреля, издал указ, осуждающий и отменяющий это постановление. Почему
Почему я об этом долго продолжительно говорю? Потому что у нас и сегодня продолжаются отголоски этого постановления. Вот есть такой гражданин России Дугин. Он издал учебник «Геополитика России», где целый раздел посвятил Якутии. Ни с того ни с сего. И говорил, писал, утвержденный Генеральным штабом вооруженных сил России. И как учебное пособие распространяется по стране. И изучайте. Следующее, я на что хотела сегодня, когда мы отмечаем столетие, когда мы дали уважение нашим основателям по заслугам, так мы не должны забывать тех руководителей, которые за столетие вперед работали, развивали нашу республику. Это прежде всего Илья Егорович Седокоев. Он не только руководил самое тяжелое время, а он как гражданин, как очень волевой человек, будучи заместителем председателя Совнаркома, он ставил вопрос до Центрального комитета, когда руководство Совета Министров не принимало решения, когда обком партии не принимал решения. Надо же взять смелость, вот по Башкирии сразу сняли бы, но он не побоялся. Не побоялся. Причина в том, что если в годы войны мы на поле брани потеряли 35 тысяч человек, то у себя на родине за 10 тысяч километров от фронта потеряли 60 тысяч людей. Это умерли в основном от голода, от болезни. Это страшная трагедия. Общей сложности мы потеряли за годы войны и на фронтах, и у себя на родине 100 тысяч человек. В то время Якутия население это было 420 тысяч. От каждой четвертой ушел из жизни. И он добился специальный пленум. Сняли первого секретаря, председателя правительства. И Ильи Егоровича избрали первым секретарем обкома партии. Мы Ильи Егоровича не знаем еще, хорошо не изучали. Так, долгое время практически забили Ильи. Вот. Только за последние годы уже увековечили, в педагогическом колледже ее имя дали и так далее, памятник, музей открыли. Но это мало, республика должна. Кстати, первый памятник Ильи Егоровича поставили оленевцы, потому что он определил центр кочующего населения. Сегодняшнее место Оленевцы. Сколько защищал интеллигенцию, объединение от национализма. После него, конечно, мы должны то, что сегодня достигло таких успехов, основу прочного фундамента заложил Гавриил Иосифович Киряев. За 17 лет руководства республикой, конечно, крупные изменения. Это примем построенный Вилюйская ГЭС, город Нижний, удачный, Айхал, на голом месте совершенно и город Нюрнберг и так далее. И так поставил геологию, в Советском Союзе первое место занимало всегда по качеству работы. И руководитель Героя Социалистического труда становились. Геологи были в большом
почете. Это первый научным образованием в Белоруссии был. Это он обосновал создание производственных комплексов Южной Якутии, Западной Якутии и так далее. Когда приехал к нам Алексей Николаевич Косыгин в 1974 году, он с трибуны активно сказал: 4-я металлургическая база будет. Вот чего добился. Поэтому, когда мы столетие отмечаем, все же это два имен должны присутствовать. Если вы согласны, то давайте поаплодируем. Это гордость нашего маленького народа Сахара. И в заключение хотел бы сказать, вот, та традиция, которую мы в 90-х годах закладывали, конечно, этого здания не было тогда. Да? Я перед собой поставил задачу, что ежегодно правительство, руководство республики уезжали сюда и отчитывались перед населением о проделанной работе. Так ли? Да. Ну, это когда вот в систему вошло, какой-то результат, и появился великолепный музей, у вас великолепная школа, так, сейчас вот спортивный центр будет. Но, друзья, я должен обратить ваше внимание на развитие производства, по производству экономики. Чтобы люди были заняты именно на производстве, именно доходы получали, произведя продукцию. Так? Поэтому давайте общим усилиями подумаем. Алексей Сергеевич потом внесет предложение. Хотелось бы здесь построить какой-то комбинат, производственный комбинат, производящий именно продукцию. Хороший, современный, так, высокопроизводительный, высокооплачиваемый. И наши селяне наравне с промышленниками тягались светлым. Мы сельское хозяйство ругаем и заслуженно ругаем. Почему? А потому что, имея основные фонды 34 миллиарда, они производят, если я не ошибаюсь, это на 4 миллиарда, да, продукции. Это очень высокопроизводительно оказалось. Но с другой стороны, когда позапрошлого года Алексей Сергеевич сказал, что личное хозяйство платить на голову, в конце года посчитали, оказывается, у нас 9 800, да, семей. 9800 семей только занимается, имеет скот. А на селе, по нашим подсчетам, если 340 тысяч населения, 1/4, сколько тогда получается? 80, да? То есть из 8 семей только одна семья имеет личное подводие. Мы превращаемся на кого? Потребителя сельскохозяйственной продукции. Потребителя. Не производителя, а потребителя. Вот поэтому давайте подумаем крепко, и давайте в следующей нашей встрече вы скажете, что мы решили так, что здесь построить то ли комбинат, то ли какое-то образцовое хозяйство, которое будет производить и республике, будем показывать пример европейского типа сельского хозяйства
Да, вежливо. Спасибо. У нас год столетия республики – это как урок истории, это год истории. И каждая встреча, каждое выступление – это экскурсия в историю нашей республики. Разрешите предоставить слово первому заместителю Государственного собрания и омбудсмена нашей республики Александру Николаевичу Жукову. Уважаемый наш первый президент Михаил Евгеньевич, уважаемый наш Евгений Сергеевич, уважаемый Иван Михайлович, Юрий Никитич, наш председатель Алексей Ильич находится в Санкт-Петербурге. Завтра там Совет законодателей с участием президента Российской Федерации. И я от имени парламента республики сегодня уполномочен поздравить всех вас со столетней годовщиной образования республики нашей. Спасибо. Соруламанан Кыргызстанга бара келдим. Соругум ден Кыргызстан республикадан сапасеген 100 жылдық юбилейін белеттеринге кыртыгытын тугунан онда Максим Кирович Обозов сүйсүкпе бес сағын толутугар кинилер тоқтарайга кырталларын onu çok kaydalar kepseden. Максим Кирович Обозов 230 yıl konukkan ülelerde Kırgızistan'da Kırgızistan Gosudavstven'den Oğuz'dan olduğunu sürtleyen söylelerde Kırgızistan'ı onda Kırgızistan kendini toru çığlıtır ve takdirı kendini Kırgızistan'ı söyledir. Onun bilgi bu Narodıgıt'tan Максим Кирович Обозов самый тохтылақты күскүнелерит, онда самый жолбатын чөкчалыр кейбит, дойдыгыттан бейбит государственный сынапын туғарын, бейбит историятын араскербіт туғарын, кенерігіттан силимнах, кенерігіттан өйдігір болырғы жолғар бейбі үтік еспит. Онтаратın болар бева сол. Ол барахатан Кыргызстан государственный секретарь Гыктар Көлүстүн Киндер Сама конституцияларынан вице-президенттеріне Союнбек Касманбетов кел. Эги билават Кыргызстанга бүймайгы сүрдә жалғанлар улар елдары бәлбағады. Халықталары олғынан баран мен бастан жаққанаған ауытын қайда жауын бедеген салықтаға кәден олары болғаны. Олғынан баран бұл Союнбек Касманбетов басыдан туған саға сенен туғынан үшіге елділділден келеді. Еккейнен 8 күніне манашчы Ол өтер көркіз әпағыт манағы бәйті толырыр келеді. Ондық жоғырдақ таландақ келеді. Сақалын қотын тұғынан үшөйтік білер. Сақалын қотын көркізді тұлбастағыттырын, онда көркіз манағын сақалы тұлбастағыттырын тұғынан әмеш өйтік білер. Балтарача өрекеп сәттімет 5 минуттан бұғар. Ондан әтті Максим Кирович Туğundan öldürülür, Bilgi Kırgızistan'da, o Kırgızistan sağ-sağlıklıdan Bilgi Kinyaba ırıktalılar suyunu sağlıklık gelir. Bütün sürde olan soldalar. Anın kiyinden sayın Sakasiniger, bu Bilgi Yıldırmamı Tayyip Sergeyeviç Nikolaev'ın ırkından Kırgızistan delegasyonun satanlığında beyan salayın gelir. Иван Михайлович Ильин, маннан правительство председателя Мостакова Плячта, Каляйна Виталий, вице-президент Калинцев, Атомна,
Kırgızlar ülkelerin güte bitken, onda bilgi benim yaptığı yok bitkenekte. Bütün olan kendiler ötülerden gütüyor yani. Manda Barajan Nasyonalne Bibliotekalarıga geliyordu. Onda Nasyonalne Muzeylerga. Nasyonalne Bibliotekaga kendiler Sakasenin monluğun arıyor oldular. Onda köyün Sakasenin delegasiyete giyitigen ol monluğu ahan bölümünü yapıp bir dardan geldiğinde onu dünyada bu bölümden ahan doğu yok bitken kendiler bu bilgi Nasyonalne Bibliotekaga tıkırta hayır olmadı sağlamadılar. İtinden Nasyonalne Bibliotekalarıga Россия monluğu diyen var. Kıtay monluğu, Türkiye monluğu, gelip Kazakistan monluğu, gelip Ulağan'daydılar monluğlarda aktarabilir. Kendiler literaturaların bakalımın yollar. Ulağan sağlar, monluğundan aferin monluğu. Ondan Sakahir'e anlatıs kabiyete monluğundan. Yani Sakah literaturada, onda doğukanlı günlüğüne Maksim Gevreşan bozattığından benim edelit olmayan turukta. Nasyonalne aktiflerin olmalar, ekspozisiyonun samardalları görmeyi, nasyonalne aktiflerin kırtakinler silah soluktan, multimediyinde yoga bir alttan olurumuz, kendiler nasyonalne muzeyleri gör, bu Maksim Gevreşan bozattığında ekspozisiyonu mantan olarak beyvit olursa, salaya olurunu kurduklarını bir oluşturtaktır. Onu ilgili bu muzeyge onduk sistem olarak da olarak da ona mantan olarak belki Bişkek'e Kırgızistan'da Kendiler Nasyonalne Bibliotekalarıga Maksim Gevreşan muhakkak sebeple psikoloji hükümetleri bir yer olur. Sırtlat olur. Gündü doktor. Ben bugün ediyaptım bağıramın bastılar duran bilgi bastığı prezidentlik Mekayeviti Böş eti sülte sette Allah oluyan komisyetin tuğuna gelseler. Etinde sağmayı küske aptar bıt Maksim Gevreşan olsa ötedim. Sülbekki Allah'tan sakan gelgensetin bilen öyavetini onu kin yakal suyun buraya vurdukları. Ondan otun settes Allah'a Kırgızistan'da değil bilingenler emir anı Kırgızistan inteligensetin öyavetini kinini onunla koruydu. Onunla sakasenin o Sülbekki Allah'a fikirler bu Kırgızistan otun settes Allah'a kolbaklar istetleri. Onun Moskva'nın nasyonalne inteligentsiyası'nın tutulan dokümanları olmayan bilgi kiliye onlara söyledi. Bu yılda bakıyor. Bilgiyle bugün bilgi yıllar kalmadı. Sözü gelmiş Maksim Gevreşan Moskva'nın kili kekketin. Bu seviyesel görmeleri yolları kililer atların üretildiği kendiler atların kırktağın tuğunun dağılatamaktan. Edi sağ mesutta. Beygi dahi doğa aksanlığa mümkün. Onun beygi dağıspın istoriyodun ölümge kıhılga ararmakka omuk tuğlar, norok tuğlar kendine kulülevitlerinden ona göre sığınamaktaktır. Kendiler o politikala hayat tüver bolluklarından bollada. Politikayla namazda omuk savuduk. Bomuk tuğlar ülesmek. Ol tuğlar beylerin kaldalak tüverine karışlanmada yollar. Revolüsya kenditten dağınım. O dinine dağını bağlar eder. Oluru bir baraların denge tutuktaktır. Hamanlık denge tutup üstte alır. Ayrılmadan. Onduk bollakında bilgi telefte bolakut, onduk bollakında bilgi istoriyoları kırtavuldak sayıldak bolakut, onduk bollakında bilgi çatabut, bilgi omukut, beydin itikitin yükü,
köftahtık, keskinliği görür bulur. Ehegini bu kamarımdan, Sakarya Respublika'dan, Törük'ten süs yılınan İstekli Gagateli'nin Turgurt'un bilgi, Sakavat Sinem, Turgurt'un Sakalar olan Mukavarı Yolda Sarkullah keskinliği bulunmayı. Хотел бы сказать слова благодарности, но прежде всего главе нашей республики Алексею Сергеевичу, народным депутатам, которые здесь находятся, всему большому коллективу, в том, что правительство Республики Саха-Якутия, то мы неустанно работаем над тем, чтобы музеи государственной нашей республики развивались. В этом году в здании, в котором мы здесь находимся, в музее предусмотрено правительство Республики 19 миллионов рублей для того, чтобы была проведена полная реконструкция экспозиций, экспонатов. Как Арсений Сергеевич сказал, когда в декабре будем открывать Дом культуры НАМСа, то мы здесь откроем новую экспозицию. В Черпёвском отделении у нас готовится сегодня новая композиция, которая работает непосредственно с управлением архитектуры. Будет разработан новый подход к изменению, поскольку там у нас музей совмещенный. И в этом году решением тоже правительства Республики Саха-Якутия по году культурного наследия предусмотрены средства для того, чтобы у нас обновилась большая деревянная коллекция экспонатов, которые там находятся, и предусмотрен ремонт центрального нашего музея, филиала государства, который находится. А Карбалаки, как не выручил Луса, в следующем году, в этом году заложены это средства, летом начнется строительство нового каменного большого дворца, совмещенного Дома культуры и нового здания нашего музея. То есть у нас впереди планы ясные, они будут притворены в жизнь 22 и 23 год. Это наша общая работа. Мы как бы все вместе двигаемся вперед по истории государственности нашей республики. Разрешите предоставить слово директору Якутского объединенного государственного музея истории и культуры народов Сибири имени Емельяна Ярославского Николаю Дмитриевичу Бугаеву, который как раз нам продемонстрирует развитие наших музеев. Пожалуйста, Николай Алексей Сергеевич, Александр Николаевич, Дмитриевич Павлович, уважаемые участники торжественного заседания, разрешите от имени старейшего и крупнейшего музея Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского и от себя лично поздравить всех с годом столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики и 125-летия видного государственного и политического деятеля Максима Кирилловича Амосова. В союзной нам Белоруссии есть музей современной белорусской государственности. Экспозиция музея открыта в 1915 года. Музей государственности Республики Саха-Якутия имени Потомка Северного Улуса. К музеям данного профиля можно отнести библиотеку архив первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в селе Чапаево Ангаласского Улуса. С 2017 года успешно работает музей истории парламента Якутии в Государственном собрании Якутского района. А Новинский историко-краеведческий музей имени Ильи Егоровича Винокурова в селе Память Анского Улуса. Краеведческий музей имени Варвары Андреевны Петровой, филиал Музея дружбы народов имени Ксенофонта Уткина. Историко-краеведческий музей имени Степана Васильевича Васильева в селе Малыкай Иркутского района. Будущее нашей республики. Разрешите предоставить слово заместителю директора по воспитательной работе Намской устной гимназии имени Николая Семеновича Глобкова Егору Андреевичу Протопову. Уважаемый Арсений Сергеевич, Михаил Ефимович, Александр Николаевич, Юрий Никитич, Юрий Степанович, уважаемые участники торжественного собрания общественности, посвященного Дню Республики Саха-Якутия. Я являюсь представителем молодежи Намского Улуса. От имени молодежи Намского Улуса хочу выразить огромную признательность и благодарность нашей республике за то, что она доверительно относится к современному поколению и поддерживает волонтерские движения, работу молодежных администраций, общественные молодежные движения. Также оказывает меры государственной поддержки молодым семьям с детьми. Проводит ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, осуществляет целевое обучение и многое другое. Сегодня, в знаменательный день столетия со дня основания Якутской автономной Советской Социалистической Республики, мы,
молодое поколение, с гордостью и с великим уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков создания нашей родной республики. И мы гордимся, что являемся земляками, потомками выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова. Благодаря усилиям совершенно молодых и прогрессивных людей, таких как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Исидор Никифорович Барахов, Степан Васильевич Васильев, Степан Максимович Аржаков и многих других была создана якутская автономия. С тех пор прошел целый век огромного развития во всех сферах жизни. В нашей республике созданы все условия для получения качественного образования в современных школах, институтах, университетах. Вместе с тем развивается школьное и студенческое самоуправление. Созданы молодежные парламенты при главе, Союз молодежи. Всю деятельность молодежи профессионально курирует Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Мы гордимся общественными молодежными организациями Намского облуса, Максимы Чаттара, Элджар Чаттара, Эхо Бининск и другими обладателями грантов главы республики. Уверенно и успешно реализуют молодежные инициативы, стартапы, идеи и широко известны в республике. Молодежь Намского облуса активно участвует во всех сферах жизни. В сложный период пандемии общественное волонтерское движение «Мы вместе» внесло неоценимый вклад в работе с населением, что свидетельствует о мобильности молодежи и ее ответственности за взятые обязательства. В заключение хотелось бы сказать, что молодежь во все времена являлась двигателем прогресса, развивала общественную жизнь и вносила посильный вклад в развитие родной республики и страны. И мы, молодые, также осознаем, что нам предстоит пройти этот важный и ответственный путь, постоянно совершенствовать и с гордостью неся имена наших земляков Максима Кировича Амосова и Ильи Егоровича Винокурова.
посвященная Дню Республики Саха-Якутия, завершается. Пожелаем в этот прекрасный праздничный весенний день своим родным и близким, всему нашему многонациональному народу здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения всех намеченных целей, успехов во благо родной Якутии и всей России. Просим всех пройти на первый уровень музея для памяти.